Друзья, доброе утро! С вами снова Лейла с канала как-то так у Лейлы. Сегодня опять начинаю свой влог с хозяйства. Я, наверное, вам уже надоела со своим хозяйством, но что поделать, пока мне снимать просто нечего. А вообще-то мне интересны мои перепелки, мне думается, и многие пишут, что тоже очень интересно смотреть и наблюдать за животными. Так, надо поддоны чистить, конечно. Так, вот, смотрите, еще не кормлены. Просто я зашла за кормом, у меня тут стоит корм, и поэтому снимаю. Вот видите, у меня тут стоит корм, вот где перепелки. Я пришла за кормом, чтобы корове поставить и подавить ее. Поэтому, ну и решила сразу, давно, думаю, перепелок своих не снимаю, снять перепелок. Вот вчера не собирали яйцо, аж 16 штук на этом месте. 18 штук вот тут вот наверху у белых. И вот 16 внизу тоже яичек. Друзья, вот эти вот перепелочки, которые я вам сейчас показываю, они намного лучше. И несутся лучше, и вроде бы по весу лучше. Ну вот, не знаю, сын вроде бы хочет побольше развести их. Наверное, будем все-таки яйцо закладывать потихонечку. Не знаю. И надо забой мне сегодня, может быть, успею, не успею, точно не знаю. Но не эти, а те маленькие, которые вывела я. Он решил их, я уже повторяюсь, по-моему, забить. Буду забивать их. В действительности все время не успеваю. Ну, как-то так, друзья. Вот еще яйцо, которое у нас накопилось, стоит в корзиночке, которое еще тут вот он подложил их. Но в действительности мне уже некуда девать яйцо. Вот если бы их нужно было бы куда-то сдавать, было бы хорошо. Почему-то, друзья, я не люблю перепелиные яйца. Жареные тоже есть. Вот я люблю жареное яйцо. Ну, я, знаете, без масла так чуть-чуть. Сейчас же такие сковородки, что и масла не надо. Но вот именно перепелиное мне чем-то пахнет, не знаю. А так я в этот, куда нужно, в тесто что-то добавляю, конечно. Ну все, друзья, пошла я теперь доить корову, кормить и доить корову. Да? Мое хозяйство никогда не дает разговаривать. Они все время то гуси, то эти перепелки кричат. Просто они голодненькие, наверное, поэтому сейчас я их не буду кормить. Мне некогда, покормит сам сын. Так, и вот, друзья, решила выпустить кур. Они у меня до сих пор вон гуляли, вон где гуси гуляют по огороду. Ой, а сегодня вот вчера их на ночь закрыла хорошенечко. Но все равно повылетали. Я не успела крылья обрезать. Они все-таки в сарае нашли место. Вот видите, нормального у меня нет им помещения. Приходится вот так вот, я придумала, сделала в дырку в сарае, в стене сарая. И они вот будут выходить и заходить. Но надо будет что-то там более удобное придумать. Половина кур все-таки у меня разбежалась. Сегодня вечером как-нибудь надо будет выкроить время и подрезать крылья. Да и они, наверное, будут улетать. Потому что все-таки они подлетают. Вот так вот, друзья. Ой-ой-ой-ой. Ага. Еще и дверь не закрыла, петуха выпустила. Ну, я клуша. Вот. Коровку подоила я уже. Я уже стала доить один раз только корову. Все-таки я уже начала так по разным каналам смотреть. Все-таки запускать, говорят, ее надо, что ее жалко постоянно доить. Но она пока мне дает за раз литров 6, если чуть-чуть не больше. Пока, конечно, запускать нельзя, но буду один раз доить. Вот утром один раз, ночью уже не даю. Потихонечку. Так. Гуси разгулялись по всему огороду. Вот не привыкают они к кукурузе. Хоть и подмешиваю, и в мешанке подмешиваю. И так целый день у меня лежала кукуруза. Не привыкают, не едят, если только корм. А у нас эта дробилка забилась, и нет ключа, который бы вот... Вот и мой золотой. Ключа, который вот, не знаю, какой-то он фигурный ключ, что ли, какой-то. Надо, короче, эту дробилку открыть. Она просто там у нас был перепад электричества, и засыпалась в дробилку пшеница, или, я не знаю, или ячмень, что-то там Ибрашка пропускал.
И она у нас забилась. И вот нам ее теперь надо открывать. Но ключа что-то нет. Надо будет купить, наверное, этот ключ. Вот так. Мы вот такую вот импровизированную сделали. Импровизированный навесик для них. Вдруг, если будет капать. Но это еще сделано было летом, когда были цыплята. Они там под этим навесиком садились. Ну, надо будет, друзья, все переделывать. Но ничего, потихонечку. Все будет потихонечку, переделаю. Я иногда вот сильно переживаю, нервничаю, расстраиваюсь. Начинаю немножечко на своих мальчиков срываться. А потом думаю, да ладно, что я так прям. Ничего, так же тоже можно. Можно. Потихоньку все будет, лишь бы мы были здоровы. Вот потихонечку все наладится. Вы меня, конечно, извините, что я вам все время показываю или птицу, или коров, или гусей, или какую-то свою стряпню, но пока не выхожу никуда, не выезжаю, не знаю, что-то вот сижу дома и сижу. Надо было бы вроде бы и по магазинам пройтись, мне надо было кое-что купить, но вот как засела дома, вот меня не выгнать из этого дома. Вот вчера была у меня заловка моя, тоже жалуется, ты не приезжаешь, ты не приходишь, как это так? Вот так. Вчера у меня был, да, друзья, хорошо, что вспомнила. Вчера у меня был приемный день, я ничего снять не смогла, ничего сделать не смогла. И по дому, по идее, ничего не делала. Мальчики были дома, была пятница. И к ним только одному, кто к другому приходили. Ребята, делала им, готовила для них еду. А потом под вечер приехала заловка с сыном и с внучком тоже. Хорошо, у меня были небольшие заготовки. Ребят покормила котлетами, а заловка была им пельмени отварила. Просто заловка сказала, что не будет долго сидеть. Но быстренько отварила им пельменей. Вообще, действительно, да, друзья, надо делать заготовки, надо, чтобы все лежало. А то я как-то уже не знаю, год, наверное, вот как-то не занимаюсь этим. Не лежит у меня ничего в холодильнике так готовое, чтобы быстренько раз и сделать. Не знаю, что-то вот я разленилась, что ли, или не знаю. Просто обычно у нас, как я говорю, всегда должно быть, у меня всегда лежит. Или лежат разделанная курочка, чтобы там быстренько ее сделать, уже готовая, нарезанная, чтобы, ну, вообще-то должно быть, чтобы пришел гость и сразу раз и сделал что-то, чтобы буквально там за полчаса был готов, ну, была готова еда, чтобы можно было быстренько накрыть стол, ну, и вот в этом духе. Ну, ладно, друзья, все. Теперь пойду быстренько готовить завтрак для мальчиков своих. Сейчас, если он еще узнает, что я стою здесь разговариваю, вообще будет недоволен, потому что спешит. Нужно ему еще на обед, хочу котлет нажарить, котлет нету. Они на работу берут с собой еду. Ну вот все, друзья, как-то так, побежала я. Вам всем хорошего дня. У нас сегодня будет, я вижу, солнечный день. Солнышко уже встало, уже хорошо. Так что, друзья, побежала я. Всем удачи! Так, друзья, я хочу сейчас быстренько, хоть меня сын и торопит, что ему надо быстро на работу, с хозяйством со всем этим управилась. Хочу отварить рисовую кашу, ну и по ходу буду показывать, что я еще буду делать. Так, у меня разорались перепелки там, наверное, еще не кормили их. Ну, я их, может быть, сегодня еще, если успею, зарежу. Ай, вернее, не я зарежет, конечно, Ибрагим, но мне их придется чистить. Так, значит что? У меня тут 300 грамм риса и 2, ну почти, не полных, 2 литра воды. А молоко я не знаю сколько, оно у меня есть, я его не мерила. Просто поставила, если даже будет много, то кипяченое молоко, мы любим чай с молоком. Так, и мне сейчас нужно быстренько приготовить ему котлеты на обед, чтобы он с собой увез, потому что они там, у них там нигде нет рядом ни кафешки, ничего. И каждый из дома таскает, ну, что-то еду. Это, конечно, меня иногда бесит. Не всегда хочется, даже не знаю, что им на обед приготовить, отнести, потому что, в принципе, у них разогревать даже негде. И что-то такое готовое надо. Ну, хочу сейчас котлеты пожарить им, не знаю, с гарниром, без гарнира как-нибудь. Может быть, просто какое-то соленье отправлю. Котлеты, соленье, хлеб, это они там покупают. Ну и чайник, он говорит, есть электрический чайник, они там разогревают, ну, кипятят. Так, друзья, и вот вода с рисом у меня закипела, газ мы убавили.
накроем крышкой, не полностью, а вот чуть-чуть оставим вот так вот, чтобы она попала. Я все-таки решила сделать гарнир к котлетам. И отвариваю гречку. Так. Друзья, и за полчаса все, я приготовила завтрак. Я приготовила сыну на обед котлеты. Извините, что, конечно, все так быстро, сумбурно и не очень аккуратно, наверное. Но из-за спешки. Так, теперь я вам покажу, какая получилась каша. Вот я просто крышку с нее сняла. Вот такая вот каша. Ой, Аишка кашляет. Так, хоть у меня сын и против, чтобы я снимала быстрее и быстрее, ему надо на работу, но я все-таки решила снять. И за то время, что я готовила, привезли Аишку. Аишка, привет, а? Мама на работу ушла, Аишка подкашливает, а нянька ее не берет, как больной, потому что может заразить других детей. Вот, друзья, наш завтрак. Каша рисовая, как видите. Я ее чуть-чуть разбавила молочко, потому что она была слишком густая для нас. Ну, вот такая вот кашка, видите? Вот. Отварила яиц, сырочек. Компотик вот домашний. Я замораживала клубнику с этой ежевику. Сварила вчера, когда были гости. Для гостей ставила, ну вот осталось. Ну, варила, конечно, не для гостей, а для нас, но так получилось, что и как раз и гостям компотик такой получился. Аишка тут любит, да не сниму я тебя, мультики смотреть. А ержа мамига, на? Аиша. Аишка. Ну, Аишка, как всегда. По первому времени ей нужно еще немножечко разогнаться, да еще у нее и телефон забрали. Ну вот, как-то так, друзья, наш завтрак. Только что прислала мне дочь поздравления с Днем Матери. Оказывается, сегодня День Матери. Мои дорогие, хорошие, я всех мам поздравляю с этим днем. Счастья, любви, чтобы все ваши дети вас почитали, чтобы все ваши дети вас любили, уважали. Ну и всего-всего вам хорошего. Всем здоровья и мамам, и папам, и всем на свете мира, добра и здоровья. Ну вот, дальше я покажу, как я сейчас быстренько положу в этот ланчбокс обед, а они будут пока завтракать. Ну и все, обед приготовила, я теперь не переживаю, что у них не будет обеда. Ну все, вот так вот, друзья. И хочу показать, как я вот делаю мясо. Ну, наверное, все это делают такими вот пластами. Я купила мясо, мне привезли мясо. Я еще вчера заказывала, потому что заказ у меня есть на пельмени и на манты. Даже если и нет заказа, то у меня и дома надо сделать. Просто хочу немножко вам сказать, наверное, вы знаете, но я хочу сказать все-таки, что я очень сильно пожалела, что у меня не было, когда вот я болела, вы помните, ну, кто со мной недавно, конечно, наверное, не помнит, у меня не было ни одной заморозки в этом холодильнике, и мне приходилось больной вставать, готовить все-таки дома, кроме меня еще есть. И маму надо покормить, и мальчики были тоже, надо было их покормить. И у меня не было ничего, и даже пельменей не было замороженных. Я очень об этом пожалела, конечно. Так что, друзья, в холодильнике надо обязательно иметь какие-то заморозки на любой, на экстренный случай. Не обязательно болеть, может прийти в любое время, гости могут прийти. Как я говорила, у меня вчера был приемный день, были гости. То котлеты пожарила, которые, ну, было их не очень много, но все-таки они меня спасли, потому что не надо было быстро возиться, там, размораживать мясо, что-то такое, уже готовые котлеты. Также и готовые пельмешки были, когда вечером пришли тоже гости. Когда все-таки дома мужчины, гости приходят часто. Особенно у нас, не обязательно именно в моей семье, я имею в виду, а у нас в Ингушей часто бывают гости, друзья. Когда в доме хозяин, когда в доме мужчина, тем более часто приходят гости, и приходится накрывать на стол, придумывать разное что-то, что быстро можно поставить. И все-таки хозяйки нам хочется, хозяйкам быстро же обслужить, быстро поставить, быстро накрыть. И для этого, конечно, когда есть свободное время, это очень даже помогает. Сделаны разные заморозки, разные полуфабрикаты. Ну, кто может позволить себе купить, конечно, могут быстро купить, даже сейчас вот
Мы же делаем такие заказы, и дочка, и я, что даже заказывают готовую продукцию, чтобы если пришли гости, быстро позвонили, и мы это все делаем и отправляем. Поэтому вот у меня всегда должны быть заморозки в холодильнике. Я, конечно, этим занималась только вот недавно. Именно вот готовой продукции несколько раз только отправила. Ну, раньше продавала, вернее, не продавала, а раньше заказывали у меня лепешки ингушские, джапигиш. Их, конечно, я отправляла быстро готовые. Но вот мясную продукцию только вот сейчас, когда вот дочка чуть-чуть перестала работать. Так, ну все, теперь я положу это в холодильник. Как я сказала, дочка уже начала работать, уже берет заказы. Так, когда я камеру не включала, она стояла и делала как надо. А теперь ни в какую, как только камеру включила, ни в какую. Ну давай, Ибрашка, я ходил, может, с Ибрагимом сделает. Делаем, кстати. Так. Ишка. Амиш, хажил Ибрашка, смешно дахаш. Хажил Ибрагим, смешно, Ибрахим, смешно дахаш. Друзья, я учусь, конечно, называть Ибрагима Ибрагимом. Хади, Цусана, хади. Но, к сожалению, у меня все равно выскакивает Ибрашка. Вы меня, конечно, извините, я стараюсь. Я знаю, у меня очень много комментариев пишут, что нельзя называть Ибрашку Ибрашкой, что я это знаю, если честно. Но я... Сейчас, Ишка, сейчас мама заберет тебя к себе. Я знаю, что нельзя, не полагается, я знаю, что это такое дорогое имя, что это имя пророка, но я просто знаю, что Ибрахим – это имя пророка, алейхиссалам, ему, но я все-таки забываюсь, мы с детства, как был маленький, так и называли его, но я уже стараюсь, друзья, я переделываюсь, но все равно нет-нет и выскакивает у меня это, вы меня извините, я постараюсь, чтобы не называть его больше так, но просто выскакивает. Так, ладно, друзья, на этом я сегодняшний свой влог, наверное, закончу. Сейчас пойду, Ибрагим зарежет нам петушка. Надо бульончик сварить девочкам, что и мама этой Аишки больна, Мадина, и Аишка подкашливает, а что-то Ибрашка, опять видите, и Ибрагим у меня сегодня говорит, что у него ангина, что-то не знаю, это простуда нас сегодня говорю, я уже не знаю, запинаюсь все время. Говорит, что болит горло, так что или одного, или двух петушков зарежу, чтобы сделать такой хороший насыщенный бульончик. В тот раз, когда я болела, мне очень помог бульон. Я еще туда сухой перец, острый чили кидала, пила его, и он очень мне хорошо помог. Так что сейчас быстренько своим деткам тоже сделаю бульончик. Ку-ку, Ишка. А тут пока Ишка с Ибрагимом будет играться. Да, мама золотой? Ты мамой золотой. Малыш. Да, малыш? Ты мамой золотой? Аишка, пока. Давай попрощайся, давай, пока, давай. Давай, пока. Давай, мама, пока. Вот без камеры и болтает, и разговаривает, и все. Ну вот на камеру ничего, она уже научилась предложениями говорить. Но хулиганка большая. Пока. Ну все, друзья, на этом я заканчиваю. Всем вам хорошего дня, хорошего настроения. Друзья, кто со мной сегодня в первый день зашел на мой канал, если вам понравится, конечно, вы и сами подпишитесь. Пишите комментарии, что бы вы хотели обо мне узнать, что бы вы хотели, чтобы я вам рассказала или показала. Мне будет приятно, и я вам всем отвечу, и как могу, объясню, и все расскажу. Ну вот как-то так, друзья. Всех вам благ.